Сегодня у нас вторая лекция из серии научно-образовательных онлайн-лекций «Мировые цивилизации и экономические циклы. Сравнительный исторический анализ». Общее название сегодняшней лекции – «Малый и средний бизнес». Но прежде чем начать, несколько замечаний. Во-первых, хотелось бы поблагодарить тех, кто оказал поддержку нашему научно-образовательному проекту «Мировые цивилизации и экономические циклы», который был представлен в первой нашей лекции. Такая поддержка имеет важное значение для более устойчивого продвижения данного проекта. Надеюсь, что дальнейшие лекции подтвердят такую устойчивость. Во-вторых, также хотел бы поблагодарить коллег, которые направили замечания, в основном критические, по форме и содержанию первой лекции. Такие замечания являются достаточно конструктивными и интересными, чтобы их обсуждению посвятить отдельную лекцию. Собственно, никто и не отрицал всю сложность тематики лекций, а также сложность их восприятия. Такая сложность связана, как было отмечено в первой лекции, прежде всего с проблемой периодизации мировой истории и поэтому с проблемами ее трактовки и прогнозирования, как главными, по сути, проблемами мировой и российской теории и практики управления. Если эти проблемы в принципе нерешаемы, то в мире существуют лишь многочисленные и абстрактные мнения. Здесь можно провести аналогию с лечением человека или социума. Так, позитивный результат лечения во многом зависит от правильной диагностики, особенно возраста пациента или социума. Поскольку различному возрасту периода жизни человека или социума соответствуют, очевидно, разные методы лечения, а также различная концентрация одних и тех же лекарств или политики. Это обстоятельство, как также было отмечено в первой лекции, является краеугольным камнем всех дискуссий по поводу взаимной идентичности или различий гуманитарных и естественных наук. Дискуссий, имеющих не многовековую, а многотысячелетнюю историю. По сути, дискуссий по поводу объективности или субъективности исторических процессов. В частности, в контексте поэтической аналогии возраста у Шекспира. Весь мир – театр, в нем женщины, мужчины, все актеры. У них свои есть выходы, уходы. И каждый не одну играет роль. 7 действий в пьесе той. В отличие от 3 возрастов, отмеченных в мифе об Эдипе. Все эти проблемы будут подробно рассмотрены в дальнейшем, особенно в блоке 2 – периодизация мировой истории и антропоцентризм. Как и было анонсировано на прошлой лекции, сегодня мы рассмотрим проблемы, наиболее актуальные на сегодня, в условиях начала в 2020 году циклического кризиса мировой и локальной экономики и политики, а именно проблемы развития и поддержки малого и среднего бизнеса. Главным образом в контексте антимонополистической составляющей такого бизнеса. Принимая во внимание, что именно малый и средний бизнес является наиболее чувствительным и универсальным в мировой и локальной экономике и политике индикатором циклических и нециклических колебаний. Кроме того, одним из важнейших инструментов выхода из любых кризисов, не только периодических, циклических, но и нециклических, случайных. При этом всю лекцию на эту тему целесообразно разделить на 3 части. Опыт первой лекции показал, что более удобными для понимания и восприятия являются все-таки более короткие части. Кроме того, вся сегодняшняя лекция имеет относительно автономный характер, то есть может выступать в качестве отдельного образовательного курса по малому и среднему бизнесу. Такой образовательный курс мог бы быть полезным для управленческих кадров всех уровней, как государственных, региональных и муниципальных структур, так и корпоративных структур, а также представителей ассоциаций и союзов, субъектов малого и среднего бизнеса, принимающих решения в кризисных с начала 2020 года условиях мировой и российской экономики и политики. На самом деле, тема малого и среднего бизнеса, особенно в контексте мировых экономических, то есть инфраструктурных и национальных политических циклов, имеет огромный научно-образовательный и управленческий потенциал. Иначе говоря, неисчерпаемое в принципе теоретическое и прикладное пространство, хотя одновременно и весьма сложное и спорное. Поэтому к этой теме, в целом к теме предприятий или компаний, в том или ином их контексте, мы будем неоднократно возвращаться по ходу наших лекций. Кроме того, этой теме будет посвящен отдельный раздел, а именно раздел 10.3 «Сектор предприятий. Крупные, средние и малые предприятия.
в рамках модуля 10 «Структура мирового и национального богатства». Сегодня же мы коснемся лишь наиболее общих проблем, имеющих особо важное, как было указано выше, значение для сегодняшней кризисной ситуации, хотя эти проблемы и имеют универсальный характер. И для иллюстрации этого сделаем небольшой, но важный экскурс относительно современную историю проблем развития и поддержки малого и среднего бизнеса. Так, с середины 80-х годов 20 века проблема развития и поддержки малого и среднего бизнеса, в то время небольших или малых предприятий, стали занимать одно из центральных мест во всей системе экономики и политики. Сначала в СССР, после начала в 1985-1986 годах перестройки этой системы, а после распада СССР в 1991 году, а также в целом в 90-е годы в России. Однако разработанный тогда в СССР комплекс мер, широко применяемый во многих странах, как минимум начиная с Великой депрессии 20-30-х годов, так и не был применен в системном виде. Собственно, все последующее развитие этой темы в российской теории и практике управления опиралось именно на эти разработки, сделанные в конце 80-х годов, в той или иной вариации. Это может быть легко выявлено по первой в СССР диссертации на эту тему под названием «Методические и организационные основы создания и функционирования небольших предприятий». Защита этой работы состоялась в начале 1990 года в ключевом научно-исследовательском институте при Госплане СССР, а ее автореферат – это своего рода исторический документ. Не вдаваясь в подробности этого текста, следует тем не менее заметить, что в нем затронуты практически все проблемы развития и поддержки малого и среднего бизнеса и их решения, которые до сих пор сохраняют свою актуальность, практически по всем направлениям, как по части создания таких предприятий, так и по их кредитованию, налогообложению и многому другому. Более того, в этой работе впервые были увязаны между собой крупные, средние и малые предприятия, а также представлена динамическая модель их циклического развития с применением новых для того времени, а именно рыночных параметров. Учитывая, что это все-таки начало 1990 года и Госплан СССР, отличающийся теоретическим и прикладным консерватизмом. Иначе говоря, в этой работе была предпринята первая, по сути, в мировой теории практики управления попытка комплексного исследования в рамках экономического цикла совокупности малых, средних и крупных предприятий, как относительно автономных социально-экономических субъектов со всем комплексом сопряженных микро- и макроэкономических параметров. Соответственно, исследование динамических пропорций между малыми, средними и крупными предприятиями, и поэтому пропорции между такими феноменами и процессами, как централизация и децентрализация управления, концентрация и деконцентрация капитала, монополия и конкуренция, а также прямое и косвенное государственное и корпоративное управление. Пропорций, которые формируют в конечном счете реальный, а не фиктивный или случайный механизм экономических циклов, и аналогичные, реальные, а не фиктивные или случайные масштабы и амплитуды колебаний множества микро- и макроэкономических параметров, преимущественно циклических, но во многом также и нециклических колебаний. Это означает, что все прочие многочисленные причины, условия и факторы таких колебаний, особенно нециклических, которые отмечаются в традиционных и современных исследованиях этих проблем, имеют на самом деле всего лишь вторичный, а именно производный характер, создавая тем самым больше или меньше, но, как правило, излишний фоновый шум. Однако такой достаточно сложный подход не был принят в кризисные 90-е годы, хотя и был рассмотрен на различных, в том числе и на высших уровнях управления, и направлен на дальнейшую разработку. Тогда как были приняты совершенно иные концепции, что в целом привело к усилению монополий и выталкиванию малых и средних предприятий в кустарную сферу. Такая же ситуация сложилась также в системе образования, как основного, так и дополнительного, которая во многом была сориентирована на упрощенные варианты обучения, в том числе субъектов бизнеса, как малого, так и среднего и крупного, а именно на упрощенное образование на основе линейного и лидерского менеджмента по достаточно абстрактным и простым моделям. В результате такого подхода за последние 30 лет малый и средний бизнес развивался спонтанно, хаотично и автономно, без реальной государственной поддержки. И это несмотря на огромное множество декларируемых целей и разработанных программ на всех уровнях. В развитии такого бизнеса имели место как периоды роста, особенно с 2000-2003 годов, так и периоды спада. В
ходе и после мирового кризиса 2007-2009 годов, а точнее структурной революции 2007-2011 годов, такой бизнес, как и экономика России в целом, в очередной раз оказался в кризисной ситуации. Такая ситуация существенно усилилась с 2014-2016 годов, во многом по причине введения западных санкций, которые ограничили технологические, инвестиционные и финансовые потоки. В таких условиях было принято решение о генерировании новой волны развития и поддержки малого и среднего бизнеса, была создана специальная корпорация, утверждены стратегия 2030 и национальная программа развития малого и среднего бизнеса, а также обновлены законодательные принципы и нормативы его развития и поддержки на всех уровнях управления. Тем не менее, вклад малого и среднего бизнеса в социально-экономическое и научно-техническое развитие России не только оставался незначительным, но и снижался, усиливая при этом теневую и коррупционную составляющую такого бизнеса, а также связанных с ним структур управления всех уровней, как государственного, так и регионального и муниципального. Такая ситуация была связана не только с большой, но и с постоянной и во многом необоснованно растущей официальной и неофициальной, скрытой финансовой, а именно фискальной, налоговой и косвенной, административной и организационной нагрузкой, включая ее коррупционную составляющую, а также с кредитной недоступностью, высокими процентными ставками. Между тем, как было отмечено выше, малый и средний бизнес является одним из ключевых факторов развития экономики, оптимизации ее структуры и роста конкурентоспособности. Одним из факторов, обеспечивающих техническое и технологическое обновление экономики, а также достаточно высокую и эффективную занятость и высокий уровень доходов населения. При этом для реализации этих процессов необходима не столько разовая, сколько системная политика в отношении такого бизнеса. Разовая политика может лишь сохранить такой бизнес на плаву, и особенно в кризисы, но не решить проблемы ни бизнеса, ни экономики в целом. Это относится также и к мерам, которые принимаются в текущей кризисной ситуации с начала 2020 года. Тогда как, напротив, системная политика в отношении малого и среднего бизнеса предполагает прежде всего долгосрочное снижение фискальной и иной нагрузки, увеличение доступа к дешевым и длинным финансовым, имущественным и технологическим ресурсам и инструментам, расширение участия в его создании рискового капитала и многое другое. Именно по причине длительного отсутствия такой политики экономика России подошла к кризису 2020 года с низким потенциалом, зачищенным склоном горы, в контексте отмеченной в первой лекции аналогии циклических процессов с мифом о Сизифе, со склоном, на котором при падении, а именно при кризисе, отсутствуют антикризисные выступы, а именно малый и средний бизнес. Для придания лекции наглядного характера рассмотрим рисунок 13.1 «Современная глобальная циклическая волна мировой и локальной истории». В задачи сегодняшней лекции не входит описание этого рисунка. Отметим лишь, что красным и серым цветом выделены даты и периоды, соответствующие текущему 2020 году и его сравнительные исторические аналогии. Напомним, что приведенные на рисунке исторические даты и периоды, особенно в их годовом исчислении, а также циклическая динамика макро- и микроэкономических параметров имеют условное, среднее, а именно демонстрационное значение. Иначе говоря, этот рисунок, как и все прочие, это своего рода стенд для представления научно-образовательного материала. При этом необходимо отметить следующее. Представленная на рисунке циклическая динамика совокупной экономической, инфраструктурной, поколенческой и политической активности, а также ряда основных макроэкономических и микроэкономических параметров – это среднемировой индекс. В России же имели место более или менее существенные отклонения от него. Не вдаваясь в огромное множество сравнительно-исторических аналогий, которые можно наглядно выявить по этому рисунку, отметим лишь следующее. Современный этап мировой и локальной истории представляет собой 12-13-летний циклический спад мировой и локальной экономики и политики. Более подробно особенности такого спада представлены в первой лекции. Между тем, крупнейшие в мире размеры территории России, а также ее инфраструктурно-ресурсного потенциала, в целом национального богатства, должны были, казалось бы, обеспечить ее экономики и политики, как и ранее экономики и политики Российской империи и СССР, одно из центральных и ведущих мест в мире. Практически неизбежно
просто по умолчанию. Однако в России за 30 лет так и не было создана достаточно устойчивая, а также эффективная и особенно антикризисная система использования этих возможностей. Следует признать, что такая ситуация является на самом деле крупнейшим парадоксом всей мировой экономики и политики. Парадоксом, связанным во многом с проблемой развития капитализма, а точнее со сложностями решения этой проблемы в России, как и ранее в СССР и Российской империи. В этих условиях совокупная экономика России перманентно находится в кильваторе сменяющих друг друга локомотивов мировой экономики, то есть мировых центров финансов, науки и технологий, балансируя между ведущими западными и восточными экономиками. В настоящее время между экономиками США, Европейского Союза и Китая. Как правило, в ожидании очередного роста мировой экономики, в конечном счете в постоянных поисках внешнего спроса на свои собственные возможности. Главным образом на собственный инфраструктурно-ресурсный потенциал, национальные капиталы и доходы во многом в части их вывоза. Тогда как такой потенциал представляет на самом деле безграничные возможности для развития внутреннего рынка, внутреннего спроса и внутреннего предложения, а также для развития крупных, средних и малых предприятий, компаний, особенно для малого и среднего бизнеса и внесения им существенного вклада во все социально-экономическое и научно-техническое развитие страны. Но такой вклад является минимальным, более того, снижается, особенно в условиях начавшегося в 2020 году кризиса, сталкиваясь с многочисленными административными, организационными, правовыми и финансовыми ограничениями и монополиями, в отличие от многих других стран, которые не обладают таким крупным инфраструктурно-ресурсным потенциалом. Такая ситуация во многом связана с тем, что в России многочисленные программы развития и поддержки малого и среднего бизнеса, как и вообще бизнеса в экономике, не работают в должной и полной мере, поскольку любые решения и программы в экономике являются в принципе неэффективными, если принимаются и реализуются без учета циклических процессов. Однако такой учет – это тонкий механизм, требующий постоянной настройки и перенастройки всех как государственных, так и корпоративных и транснациональных систем управления. Именно невозможность или сложность таких действий, выстраивание сложных внутренних и внешних экономических и политических отношений блокирует реализацию таких программ. На этом мы завершаем первую часть лекции «Малый и средний бизнес». В следующей, второй части лекции, мы продолжим обсуждение наиболее общих проблем развития и поддержки малого и среднего бизнеса, а именно, учитывая все изложенное в первой части, основные причины сложности развития в России малого и среднего бизнеса, особенно в кризисных условиях. Спасибо за внимание, до встречи на следующей лекции.